Якутия-24, это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в очень интересном месте, ну, впрочем, как и всегда. Сегодня мы подготовили для вас кое-что новенькое, достаточно новенькое такое для нашей республики. Мы будем говорить о изделиях из ротанга. Такой материал есть, и вот это направление, как оказалось, набирает популярность вот в последнее время среди якутян. И я рада представить владелицу центра, да, ротанг-центра, это Надежда Росовская. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, мы вот видим уже, да, на фоне нас кое-какие работы можно наблюдать. Это совершенно разные работы, начиная от там мелких, да, от корзинок, да, заканчивая там какими-то масштабными, да. Кашпо, мебель, сумки, все что угодно можно плести из ротанга. Надежда, вот как пришла идея, как вы поняли, что, вот, скажем так, угадали, я так понимаю, что это первый единственный центр пока что, да, который занимается именно таким направлением, да, как вы поняли, что нужно вот копать именно здесь, да, скажем так? Ну, наверное, у каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он замедляется, он начинает подмечать интересные, порой даже прекрасные моменты вокруг. И появляется желание творить, мастерить, делать что-то своими руками. И творчество в этот момент как спасение. Возможность переключиться и открыть что-то новое в себе и для себя. Появляется стремление научиться какому-либо ремеслу. И вот именно в такой момент я оказалась на мастер-классе по плетению из ротанга. Забавно, что это были долгие сборы. Сначала я ждала очень долго ротанг, потом мастер-класс переносился несколько раз. Все растянулось на даже полгода примерно. Но когда настал день X, я впервые взяла в руки профиль, поняла, что я хочу этим заниматься. А уже на следующее утро появились наброски бизнес-плана. А через день мы уже подписали первый договор представителя в регионе с производителем ротанга. А чуть позже сложилась полная картина видения дела, которым хочу заниматься. И организовать какое-то пространство. И сегодня это наш центр, который является местом соединения знаний и навыков мастерства. Здесь мы знакомим наших клиентов и учеников с мастерством, с необходимыми инструментами для плетения. Проводим мастер-классы для начинающих и уже даже опытных мастеров, потому что ну, это как высший пилотаж, например, это плетение мебели. Можно назвать наш центр местом новых знакомств, общения, обмена опытом и поддержки друг друга. Ну, вообще хотелось бы поговорить о том, что здесь можно не только вот приобрести какой-то необходимый материал, да, для изготовления, помимо готовых каких-то работ, можно еще и научиться прийти, да? Да, конечно, в любой день мы работаем, мы открыты для наших покупателей, для наших будущих мастеров. Действительно плетет уже вся республика. Не так давно у нас был конкурс, который назывался «География ротанг-центра», где приняли участие с разных улусов нашей республики мастера. Было очень интересно, и мы получили большой отклик, такую обратную связь. Очень радовало, что даже в северных улусах мастера плетут. И это как спасение действительно, потому что как с возрастом зрение становится хуже. А ротанг — это такой материал, который невозможно не полюбить, потому что можно плести все. И самое главное, ты занимаешься уютом своего места, своего жилья и своих каких-то дач и так далее. Ну вот мы заговорили о материале самом. Вот кто не знает, что это за материал, такой вот ротанг. Наш материал, он экологически чистый, который можно использовать в повседневной жизни. Допустим, если вы сплели корзинку, положить хлопчатобумажную салфетку, и можно положить туда и печенье, и хлеб, и конфеты, фрукты. Вот на Новый год. А еще можно, вот, допустим, такую корзинку сплести самому, заложить свое тепло своих рук, положить, наполнить ее конфетами, мандаринами, что было актуально на Новый год, и подарить своим подругам, друзьям. Да.
как говорится, лучший подарок сделанный Своими своими руками, руками. да. Но я предлагаю уже перейти конечно же, к мастер-классу, да, для чего мы сюда и пришли. Сами сейчас вот проверим на себе, скажем так, что это такое, что это за материал и насколько сложно плести, да, из него. Начнем. Давайте пройдем туда. Да, мы подошли к нашему рабочему месту. Да, с чего начинается работа? Самое первое, необходимо надеть перчатки Так. для плетельщиков, чтобы беречь руки свои, Мгм. чтобы не лопнули на пальцах. Бывает очень нежная кожа, поэтому надо бережно хранить. Не знала. Так. Мгм. Далее, для того, чтобы плести, нам необходима лопатка для плетельщиков, бокорез, ну и основа шаблон. Они, конечно, есть вот такого плана, но мы можем использовать просто стакан. Стакан, да? Ну, чтобы была основа. Мы сегодня будем плести с тобой колокольчик. Ух ты. Приступим. Давайте. У нас сейчас уже готовый набор. 8 лоз по метру. Мы с тобой берем вот таким образом делаем, ну, чтобы было начало. Собираем. Нам нужно с тобой найти середину. Мы начнем плести с середины. Так. Вот. Пошли. Подогнем. И теперь условно это для нас будет замечена середина. Прям так, да? Итак, у нас 8 лоз по метру. Так. Мы нашли середину. Пока мы их отложим в сторону. И у нас с тобой по одной лозе, она называется рабочая лоза. И нам нужно с тобой найти середину на этой лозе. А, она одна, да? Она одна, рабочая. Так, Уже, так, да? мы нашли середину. Теперь берем наши лозочки, которые короткие. И вот таким образом, смотри, крест на крест. Середину, да? Середину. Нет, подожди. Эту лозу мы А. уберем пока в сторону. То есть 4 на 4. Угу. И так, да? Накладываем крест на крест. Угу. И теперь мы берем рабочую лозу и начинаем с тобой плести плетение. Смотри, делаем вот такую петлю. Так, раз. Надеваем. Так. Теперь мы делаем крестик, как будто переплетаем. Так, раз. Оп. Вот так. Оп. Да, все верно. Так, замечательно. Еще раз. Так, вот. То сюда идет, ниже, выше, между. Так, теперь подтягиваем. Еще раз. Как говорил один китайский философ, мастерство достигается практикой. Ну да, я впервые просто Да, ничего. пробую. Проходим 3 круга таким образом. И все время подтягиваем. Ну, для начала неплохо, очень даже хорошо у тебя получилось. Для человека, который впервые держит ротанг, очень даже хорошо. Так. Вот так. Так, да? Да, все верно. Профессионально, можно сказать. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Ну, ладно, хорошо. Так, 3 круга мы прошли. Теперь наша задача разделить. Но усложняется дело тем, что нужно это плести на стакане. То есть вы ставите, Уже да, ставим. да, и подтягиваем, и уже даем
как говорится, Форму, да? Форму, да. И разделяем по 2 лозы. Начинается деление. Вот, уже у нас формируется такой интересный. Форма уже, да? Форма такая появляется, получается? да. И, слушайте, ну вот цвет разный бывает. Что радует, да? Наши поставщики, они рекомендуют свой, скажем так, товар, потому что с этим эко-ротангом ничего не делается. Он не боится, он адаптирован к нашим природным условиям, совершенно не боится света, воды, морозов, влаги. Он просто новый материал, который Здорово. должен быть у каждого якутянина. Ну, во всяком случае, уже мы видим, что многие плетут, и это наслаждение, скажем так, вот это новое ремесло, новое веяние. Я очень радуюсь, когда мы получаем обратную связь. Ну, у некоторых мастеров, их очень много по республике, у них есть онлайн-мастер-классы. Терминология была для меня очень непонятной, ведь ротанг бывает разных профилей. Много прям терминов, да? Месяц, разный цвет. Да, я, кстати, тоже заметила, размер. обратила внимание, да, полутрубка мини, лента. Шлифованная, не шлифованная, 6 миллиметров, 7 миллиметров. Ой, первое время для меня было это интересно, я не понимала мастер-классы и думала, ну, то есть я сначала же купила ротанг, думала, сделаю это сама, ну, посмотрю там в интернете мастер-классы, ну, было не дано, потому что терминология своя. А мы на своих мастер-классах мы обучаем и примерно, чтобы было какое-то представление у будущего мастера, ну, какие бывают профили. Это очень важно понимать. Профессионалам, конечно, это все просто, но мир ротанга, он заряжает всех долгими зимними вечерами, плетут, наслаждается. Но это такой творческий процесс, который успокаивает. Да, соглашусь. Кроме того, что он успокаивает, прокачивает мелкую моторику, Конечно. установка мозга. Это прям вообще выход для нас, молодых пенсионеров. Я думаю, что да, я думаю, даже не только для пенсионеров, конечно, это очень полезно и здорово, да, и есть чем занять себя, Конечно. да, и с пользой, и с интересом. Я думаю, и дети, наверное, могут также научиться, да, мне кажется, это Ну да, по силам. Конечно, ребенку. у нас есть, но больше это подростки, которые увлечены творчеством, занимаются. Очень много мужчин к нам приходит, которые плетут, потому что мебель плести это очень такое, скажем, энергозатратное дело, да? да. И самой старшей нашей плетельщице 83 года. Ничего себе. Светлана Николаевна, она звезда нашего центра. Когда она приходит... Светлане Николаевне большой привет. И мы умиляемся, потому что, вы представляете, она ходит пешком, покупает ротанг, а это много или не мало, в одной бухте 5 килограммов. Она его несет сама. И когда я говорю, давайте я вас подвезу, она говорит, нет, движение – это жизнь, а творчество – это спасение. Да, поэтому вот. Сколько всего она, наверное, наплела уже? Мебель плетет уже. Уже мебель. Выше Ничего пилотаж себе. она плетет мебель. А начинала тоже с небольших изделий, работ. Да. Так, ну что, наш колокольчик уже на середине. Ну, мы еще пока доплетем. Видишь, как быстро. Ну, прям так красиво, да? Он как шишечка такая выглядит. Какой красивый узор. Да, и цвет такой. Цвет светлая береза. Профиль пруток. Размер 3 миллиметра. Так. Для информации. Вообще сейчас, вот, Надежда, у тебя это основная, скажем так, деятельность. Вот, все силы ты отдаешь центру.
Или вот успеваешь еще чем-то помимо заниматься? Я потому что знаю, что ты очень такая... С Надеждой мы знакомы, поэтому я в курсе, что человек такой очень энергичный, да, за много чего хватается и может несколько функций выполнять. Это вот точно про тебя. Спасибо. Да, многозадачность — это наше все. И как когда-то работа на телевидении была для меня хобби, то теперь Ротанг-центр тоже для меня хобби, потому что всегда я была предана образованию. Я работаю в сфере образования уже много лет, поэтому это для меня хобби. Вот. И работа, скажем, стрессовая для всех, и это прям какой-то, скажем, глоток воздуха. Творчество, оно спасает в каких-то моментах. Ну и помогает, конечно, помогает в работе тоже. Ну как отдушина, да? Да. Долгими зимними вечерами, когда вырастают дети, когда появляется время на себя, для себя, вот, и находишь такие моменты, новое вдохновение, потому что из ротанга плести можно много чего. Мы уже перешли к высшему пилотажу. Это плетение мебели, сумок, а начинали с кашпо. Вот. Так что очень интересно. Теперь мы переходим, смотри, переходим к юбочке, как у каждого колокольчика. У него же есть юбочка. И мы переходим уже к завершающей стадии нашего колокольчика, изделия. Вот, кстати, о работах немножко поговорим. Корзина, понятно, огромная, большая, столько ягод туда, наверное, влезет. Корзина грибника, да, Корзинка грибника. Да, каждое изделие имеет свое название. Предназначение тоже. И предназначение тоже. Есть еще корзинка лукошка, которая очень востребована летом на фотосессиях, походах даже за овощами, фруктами. Очень красиво, изящно смотрится, ну и очень стильно. Да, те самые фотосессии с корзинками, на травке, да? Да. Это все оно. Какими-то ягодками, клубничками. И рюкзачок я вижу, да? Сказала, что это эксклюзив. Да, это эксклюзив, это наша новая работа. Мы перешли на новый уровень и очень, оказывается, востребована. И причем, знаете, вот наши покупатели, наши мастера, они сами нам диктуют, чем нам дальше, куда двигаться, потому что, как правило, просто поступил запрос, а рюкзаки есть в наличии? И мы стали искать. Идея, да? Идея, да. То есть благодарны нашим покупателям, нашим начинающим мастерам, нашим подписчикам нашего канала, которые нас подвигают и продвигают в то же время. Вот. В этом году был пик на изготовление сундуков. Так. Это было целое шоу для мам невест, которые делали шоу на свадьбе, дарили приданое. Оттуда вытаскивали ключи от машины, от квартиры и так далее. Ну и, конечно, какая-то красота была. То есть это так традиция, и теперь это прям пользуется успехом. И мамочки перед свадьбой. Ну, вы помните, да, раньше у нас у бабушек были такие сундуки деревянные, которые очень были востребованы. У меня в семье тоже есть такой сундук. Правда, он деревянный, мы его реставрировали. Но теперь этот сундук, который уже сделан своими руками из нового материала, будет радовать. Ну, какая-то семейная реликвия появляется в доме. Наверное, не одно поколение, да? Конечно. И, как уже сказали, материал ротанг очень не капризный, да? Он очень себя хорошо зарекомендовал. Да, это будет служить многие годы материал, поэтому очень даже эстетично, красиво выглядит в любом интерьере, будь то
комната, будь то балкон, будь терраса. И, Да. я думаю, что это прям Причем хороший подарок. такой еще универсальный, да, материал, который будет смотреться и в квартире в городской, и на даче, и в деревне, да, в деревенском домике. Абсолютно такой. Отличный подарок на юбилей. Мгм. Изготовлен своими руками, как говорится. И, ну, вообще это, как говорят, подарок сделан своими руками. Я повторюсь вашу фразу. Это Самый очень лучший. самый лучший, самый дорогой подарок. Поэтому я думаю, что это очень актуально. Так, ну мы заканчиваем плетение нашей юбочки. Надежда еще говорила, что материал бывает, как правильно, из вторсырья, да? Да. И более качественный, да? Ага. Прежде чем заключить договор с каким-либо производителем, а мы сотрудничаем с многими городами России, такие как Новосибирск, Иркутск, Саранск, Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, мы проехались по заводам, потому что, оказывается, иногда производители немножко, ну, не скажу, что нарушают технологию, но изготавливают его из вторичного сырья, то есть переплавляют разный пластик, шины. Ну, хитрят, резину, мягко да. говоря, да? И этот ротанг сразу заметен, он запах от него не очень плетется, не очень хорошо. И ну, мы постарались максимально избавиться от таких поставщиков, и на наших прилавках только качественный продукт. Материал. Вот такой колокольчик у нас получился. Для того, чтобы закончить, нам нужна лопаточка. Именно в такой момент мы должны с вами продеть. Так вот. Вот так. И заканчиваем. Те, кто плетут, вернее, вяжут, это примерная схема, примерно легко будет даваться. Все будут понимать схему плетения. Так, Вот как прячутся, да, ленточки. Лозы, наши лозы. Лозы. Отправили на плетение, потом становится крепче изделие, потому что ротанг держит форму. Могут помочь наши рукорезы. Так, ну и теперь мы начнем формировать, закрывать наше плетение. Таким образом сделаем небольшой узор. Так, через одну продеваем. Так, ну вот, смотрите, мы сплели с вами колокольчик. Теперь мы делаем немножко некоторые штрихи, которые Завершающие, как говорят. И у нас вырисовывается силуэт уже готового изделия.
подправим его. Ну, вот такая красота Красота. получилась. Вообще. Но мы прям. еще дополним ее. Мгм. А дополним мы ее Мгм. вот такой ручкой. А как сверху, да? Мгм. Мгм. Это же можно прям на елочку повесить, да? Как игрушку даже, наверное. Ну, не только. Мне кажется, что... Ну и как бы, ну, конечно, и для интерьера. Мгм. Мгм. Вообще классная идея сплести елку из ротанга Ой, я и каждый украсить год, ее ротанговыми игрушками. каждый год планирую, но еще до этого руки не дошли. Ну, да, Да. в интернете прям очень много идей по этому поводу. Плетут скворечники, лежаночки для животных. Я забыла сказать, что это прям Так. красота. Кошечки любят, да? Очень любят кошечки, собачки. И все самое главное, что это все помыл, и все чисто. То есть экологически чисто. Ну все, надо к вам для лежанки, на процесс, да, скажем так, Плетения. плетения Приходите на лежанки мастер-класс. для кошечки своей. Ну все, наш колокольчик готов. Екатерина, Здорово, красота. это вам. Спасибо Для вашей редакции, большое. на память от Спасибо. Ротанг-центра. Здорово. Ну, Надежда, я в свою очередь хочу поблагодарить вас за возможность узнать вообще новое направление для меня, да. В принципе, я попробовала, и, как бы суть как бы Поняла. ясна, да. По сути, ничего сложного, поэтому, уважаемые телезрители, если вы хотите научиться, я думаю, что Надежда, мастера, которые работают здесь, обязательно вам помогут, объяснят, что надо, подскажут и научат. Да? Приходите, мы ждем вас. Заботой о вас, Ротанг-центр. Надежда, вам творческих успехов, вдохновения и, конечно, пусть процветает ваша студия. Спасибо большое. И до новых встреч! До новых встреч. С нашими телезрителями мы увидимся на нашем телеканале. Не переключайтесь, оставайтесь на Якутия 24.